Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Здравствуйте, друзья. Сегодня важный день, сегодня важная тема, мимо которой, наверное, не прошло ни одно цивилизованное медиа. Весь цивилизованный мир сегодня вспоминает жертв депортации крымско-татарского народа. Той самой, которая состоялась 72 года назад, когда 18 мая 1944 года более 200 тысяч крымских татар были направлены с территории полуострова в Центральноазиатские республики Советского Союза. Долгая, сложная история, которая закончилась только в конце 80-х годов. Для сравнения, например, чеченцам и ингушам, которые тоже были отправлены в депортацию, им было позволено вернуться домой уже в 70-е годы. Крымские татары дольше всех, по сути, оставались в депортации. И эта дата, с одной стороны, позволяет нам не только всматриваться в прошлое, она позволяет нам всматриваться в настоящее. В ней, как в лакмусе, как в зеркале, проявляемся все мы. Украина, современная Российская Федерация, современный Крым. Вот обо всем этом будем сегодня говорить в нашей студии. Благо у нас есть гости, как раз-таки, которые представляют и Симферополь, и Киев, и Москву. Но для начала давайте послушаем небольшой репортаж, который подготовили наши коллеги о тех мероприятиях, которые прошли 18 мая 2016 года в Симферополе и в Киеве. Репортаж. После аннексии Крыма в 2014 году на полуострове запретили проведение любых массовых мероприятий, связанных с Днем памяти жертв депортации крымско-татарского народа, которые проходят не под эгидой российской власти. Этот год не стал исключением. Местное руководство отказало крымско-татарским активистам в проведении отдельных мероприятий. Российский зампредседателя Совета министров Крыма Руслан Бальбек назвал мемориальные мероприятия крымских татар политическим шоу. 23 года в украинский период устраивались радикалами Меджлиса политическое шоу на главной площади в столице полуострова и давало возможности нечистоплотным политикам обиды прошлого привносить в современную жизнь и тем самым противопоставлять народы Крыма по отношению друг к другу. Несмотря на запрет, 18 мая в Крыму прошла череда мемориальных мероприятий. По всему полуострову крымские татары возлагали цветы к памятным знакам и мемориальным доскам, проводили молебны. Полдень в мечети Ханского дворца в Бахчисарае состоялся намаз в память о депортации. Прошла минута молчания. Затем все автомобилисты в течение нескольких минут сигнализировали в знак солидарности. Все мероприятия проходили под пристальным надзором российских силовиков. Несколько человек фиксировали все происходящее на видеокамеры. Накануне, в ночь на 18 мая в Симферополе неизвестные залили краской памятную доску, которая появилась лишь в прошлом году. Мемориал посвящен визиту Сталина в Крым во время Ялтинской конференции в 1945 году. Коммунисты Крыма сразу же обратились в ФСБ и Российскую прокуратуру региона с просьбой найти и наказать, по их мнению, провокаторов. На материковой части украинцы также почтили память депортированных крымских татар. Утром киевские студенты создали живую инсталляцию в виде крымско-татарского флага. В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко состоялся вечер «Реквием» с участием первых лиц страны и лидеров крымско-татарского народа. В ходе мероприятия духовой академический оркестр исполнил гимн крымско-татарского народа. Вечером на Майдане Независимости проходит митинг памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Памятные мероприятия продолжаются в Херсонской области, Львове и других городах Украины. День памяти жертв депортации крымско-татарского народа отмечают 18 мая. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 190 тысяч человек. В Украине депортацию крымско-татарского народа признали геноцидом. Валерия Максимова для Крым. Реалии. Репортаж. Кстати, по поводу сегодняшнего мероприятия, которое проходило в 3 часа дня в здании, собственно, оперы и балета в Киеве, там президент Порошенко, он заявил о том, что в ближайшее время он будет инициировать созыв Конституционной комиссии для того, чтобы начать работу над переделкой 10-й статьи Конституции Украины, того раздела, который посвящен автономной республике Крым, с тем, чтобы права коренного народа, крымских татар, были учтены в новой редакции 10-го раздела Украинской Конституции. Друзья, 20 минут, совсем немного. Попробуем за эти 20 минут успеть сделать перекличку по городам. У нас на связи Симферополь, Заир Смедляев, глава Центрального избирательного комитета Курултая крымско-татарского народа. Добрый вечер. Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот мы вчитываемся в новости, созваниваемся с коллегами, но я думаю, что у вас наиболее полная информация. Собственно, вот по итогу, ну вот сейчас там 18:40, можно ли говорить о том, что День памяти жертв депортации в Крыму прошел без провокаций, без задержаний? Или все-таки вот такие инциденты случались? Алло. Алло, вы слышите ли вы нас? Да вот что-то концовку я попрошу. Да, мы хотели узнать, были ли провокации и задержания сегодня, или день не был омрачен такими вещами? Ну, в принципе, небольшие провокации на местах где-то пытались там делать для того, чтобы, ну, сорвать как мероприятие. Где-то, ну, в это время попытаться организовать свой провластное мероприятие. Ну, в целом прошло нормально. В отдельных местах даже очень неплохо, скажу. Задержания были в Бахчисарайском районе. Группа молодежи выдвинулась колонной, где были наши национальные флаги. Их задержали, часть из них, трое сейчас там где-то в полицейском участке. Ну, скажем, в нескольких регионах Крыма такие группы молодых ребят двигались, поэтому, ну, как-то запретить им мы не могли. Ну, а в целом, после вот тех мероприятий, которые прошли на Судаке, там, где пришли представители ФСБ, с председателем регионального меджлиса, ну, почему вы не хотите с властью работать, почему вот это вам нужно самостоятельно. Я думаю, то же самое будет по отношению к другим там руководителям местных и региональных медиа. Понятно. Вот опять же, еще один вопрос. Насколько вот массовыми были те мероприятия, которые организовывали российские, скажем так, власти полуострова в этот памятный день? Потому что, опять же, вот через социальные сети разная и противоречивая информация поступает. Хотели бы у вас уточнить. В целом у них достаточно неудачные были эти мероприятия, хотя они выгоняли там на эти возложения, на еще что-то представители бюджетной сферы, там администрации, всяких социальных служб, там культурных деятелей, школьников. Ну, имея такой потенциал и вот так бледно выглядеть, Понятно. это говорит о том, что насильно мимо не будешь. Да, понятно. Спасибо вам большое за то, что нашли время с нами поговорить. Заир Смедляев, глава Центрального избирательного комитета Курултая крымско-татарского народа, был с нами на связи из Симферополя. Друзья, мы продолжаем вот эту перекличку по городам. С нами сейчас на связи Владимир Ветрович, глава Украинского института национальной памяти. Владимир Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Михайлович, вот знаете, вот мы с коллегами, когда сегодня готовили эту программу, мы поймали себя на мысли, что еще, скажем, в 2013 году Украина весьма поверхностно знала о крымских татарах. Для большинства людей, которые ездили в Крым, это было, там, не знаю, представление о Крыме сводилось, ну, условно говоря, к непритязательному такому советскому отдыху, к красивым местности, к восточному колориту, к национальной крымско-татарской кухне. И на этом, собственно, познание, погружение в историю, собственно, в реальность жизни крымско-татарского народа, оно этим и ограничилось. Вот сегодня можно ли говорить о том, что Украина знает о крымских татарах? І якщо знає, то достатньо ли вона о них знає? Ну, сьогодні справді можемо говорити про те, що Україна вже принаймні прагне дізнатися історію кримських татар, і, можливо, саме завдяки тій екстремальній ситуації, яка пов'язана з окупацією Криму, ситуація, яка пов'язана з переслідуванням теперішніх переслідуванням кримських татар, інтерес до минулого Криму суттєво загострився. І, можливо, знову-таки завдяки російській пропаганді і тезам про те, що нібито Крим завжди був російським, дедалі більше попит викликають дослідження справжньої історії Крима, зокрема історії кримських татар, історії набагато давнішої, ніж та, яка пов'язана з Російською імперією. Інший важливий аспект зараз дедалі частіше, завдяки тим процесам, які відбуваються в Україні, зокрема декомунізація, дедалі частіше і глибше говориться про злочини комуністичного минулого. І таким чином серед тих злочинів говориться, зокрема, і про
депортацію кримських татар річниці, яку відзначаємо сьогодні. Мгм. Владимир Михайлович, вот мы буквально накануне эфира вот позвонили, собственно, главному редактору издания «Историческая правда» Вахтангу Кипиани и записали его мнение. Он как раз говорит о том, что украинцы, на его взгляд, сегодня пока что еще недостаточно знают о депортации крымско-татарского народа. Кроме того, многие пытаются отказаться от прошлого и думать только исключительно о будущем, хотя, по мнению, опять же, Кипиани, будущего не существует в отрыве от прошлого. Я бы хотел, чтобы вот сейчас это мнение прозвучало, и потом мы бы с вами продолжили разговор. Точка зрения. Я думаю, что украинское общество в какой-то степени, в не очень большой степени, знает об этой трагедии как о самом факте. Конечно, там свою роль сыграл фильм «Хайтарма». Когда был снят фильм, который очень ярко, визуально, понятно рассказал о трагедии на примере там, конкретных семей, это расширило аудиторию. Этот фильм показали многие каналы, было много презентаций. И поэтому вот это знание уже живет в сознании многих людей. Но это все равно не весь народ. И безразличие, извините, не только к крымско-татарской трагедии, но и до недавнего времени к трагедии Голодомора, безусловно, к трагедии Голокоста, к трагедии поляков на Волыни и других тоталитарных экспериментов над людьми в 20 веке, они являются очевидными. Общество очень часто легко отказывается от прошлого, говоря о том, что нам история не важна, давайте говорить о будущем. Будущего не существует в отрыве от прошлого. Если мы не выучим уроки депортации, если мы не поймем, что Сталин это преступник и наследие сталинщины нужно преодолевать на всех уровнях, это не просто сказать, что уже Сталина нет и все. Есть сталинская топонимика Крыма, есть сталинские методы руководства государством в Российской Федерации, есть сталинские подходы. Есть человек, есть проблема. Нет человека. Вот не пускают Джемилева и Чубарова в Крым. Вот вроде как и проблемы нет. А на самом деле проблема есть, и она только накапливается, и она будет как нарыв когда-нибудь скрыта. Поэтому в данном случае общество украинское должно более активно включаться и, с одной стороны, в поддержку крымских татар, с другой стороны, быть более гомогенным в отношении к злу. К сталинскому злу 44-го и к путинскому злу 2016. Точка зрения. Это было мнение главного редактора портала «Историческая правда» Вахтанга Кипиани. Мы возвращаемся к разговору с руководителем Украинского института национальной памяти Владимиром Ветровичем. Владимир Михайлович, вот скажите, вот в принципе Украина 2016-го, она чрезвычайно отличается от Украины 2013-го. Представить, что в Украине 2013-го будет переименованы советская топонимика, которая досталась в наследство от советского государства, чрезвычайно сложно и практически нереально. Но вот восприятие уроков истории, на ваш взгляд, в течение какого времени будет расти этот, собственно, исторический нарратив у украинцев, понимание собственного прошлого? На какой период вот эта вот историческая память, она будет генерироваться у народа? Мені здається, що зараз ці процеси, які якраз відбуваються, вони сприяють такому деякому зануренню українців в своє минуле, тому що в рамках процесу декомунізації відбувається дуже багато дискусій довкола того, якими мають бути нові назви вулиць, нові назви населених пунктів. Закон передбачає тільки чітке обмеження до того, що має бути перейменовано, тобто невикористання комуністичних назв. Натомість пропозиції, нові назви, це, здається, на пропозиції громад. І це провокує і ініціює дуже цікаві дискусії довкола минулого, що важливого, що доброго, що поганого було в українському минулому. Так само велику роль в цьому відіграє дедалі більше зростання інтересу до архівів, які в Україні починають відкриватися, знову таки завдяки іншому з законів з декомунізації. Загальне зростання інтересу до історії дуже легко помітити в українських книгарнях, де кількість літератури історичної суттєво зростає, а кількість накладів цієї літератури теж зростає неспівмірно з тим, що було в 3-4 роки тому. Угу. И еще последний вопрос. Опять же, кто должен ставить точку в тех или иных исторических вопросах? Время от времени возникает дискуссия о том, что, возможно, должны быть проведены следственные действия по факту депортации и вынесен уголовный приговор. Пусть номинальный, пусть понятно, что он будет существовать только исключительно на бумаге, а не в какой-то правоприменительной практике. Но вот ваша личная позиция, должны ли какими-то юридическими процедурами через судебные дела и так далее сопровождаться попытка поставить точку в таких трагедиях украинского, крымско-татарского прошлого в 20 веке? Я думаю, що так. Я думаю, що коли ми говоримо про вивчення такого масштабу, як Голодомор, як депортація кримських татар, ми повинні називати це і, крім того, що давати якусь
історичну оцінку давати їм і юридичну оцінку, повинні називати, кваліфікувати це як злочин, повинні називати злочинців до цього. І в цьому контексті справді потрібні і якісь слідчі дії. І я думаю, що те, що відбувалося слідство у 2010 році, здійснення геноциду як Голодомору 32-33 років, і те, що розпочинається слідство, присвячене власне депортації кримських татар, це абсолютно правильно, воно не зміняє собою якихось потреби історичних досліджень, це повинно відбуватися паралельно, але публічна і правова оцінка цих злочинів теж повинна бути. Понятно. Спасибо. Это было мнение Владимира Ветровича, главы Украинского центра национальной памяти. Друзья, я напоминаю, что 18 мая 2016 года на календаре, и мы вспоминаем 18 мая 1944 года, дату, в день, в который был депортирован крымско-татарский народ с территории полуострова в Центральную Азию. Мы вот такую себе перекличку по городам устраиваем. Симферополь, Киев, на очереди Москва. Буквально через пару секунд будем говорить с нашим коллегой. Радио Крым Реалии. Мы в эфире каждый день в 8:35 и в 18:30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Вы знаете, магия цифр, она всегда случайна, но оттого порой не менее символична. Вот несколько дней назад там побеждала Джамала на Евровидении чуть, а вот уже спустя несколько дней, 18 мая, опять же, Украина и Крым, они отмечают, точнее не отмечают, они вспоминают жертв, чтят память жертв депортации крымско-татарского народа. И во многом победа Джамалы, во многом операция по смене флагов на территории полуострова, она актуализировала старые вопросы, над которыми мы порой не задумывались. А сегодня они всплывают, и мы от них уже отвертеться никак не можем. И вот есть ли, например, в коллективном бессознательном в России какие-то ответы на те вопросы, которые вновь становятся актуальными, мы будем говорить с нашим коллегой, российским журналистом, редактором отдела «Культура» журнала «Огонек» Андреем Архангельским. Андрей Александрович, добрый вечер. Добрый вечер, да, можно просто Андрей. Андрей, да. Подскажите, пожалуйста, вот вы перед Евровидением, я помню, писали текст о том, что Сергей Лазарев и его номер — это олицетворение европейской России, той России, которая существовала до событий февраля-марта 2014 года. Это такой вот себе сигнал о том, что такая Россия осталась, Россия, способная дружить с Европой, пытаться стать частью Европы и так далее. Вы говорили о том, что, возможно, этот сигнал будет услышан в Европе, и тогда, если он будет услышан, Сергей Лазарев и его номер победят. Опять же, исходя из вашей логики, вот победа Джамалы, украинской певицы крымско-татарского происхождения, оно может восприниматься на уровне какого-то сигнала о чем-то? Да, безусловно, я бы сказал, я, кстати говоря, в этой же статье я предполагал, что такая Россия комфортная, да, вполне себе европейская, является предложением, что называется, все забыть. И за такую Россию вполне люди из каких-то миролюбивых соображений проголосуют. Ну, в общем-то, почти это так и случилось, да? Но все-таки мы имеем итоговый результат в пользу Украины. И это говорит тоже об очень важной вещи. Это говорит о том, что даже на развлекательном конкурсе все-таки люди предпочли обращать внимание на трагическое, на болезненное. Они все-таки не согласились с развлечением. То есть, короче говоря, они отказываются все забыть, да. И в этом смысле я вижу тоже гуманистический посыл, да, это ответ как бы на предложение вот такой развлекательной позиции. Нет. Нас интересуют серьезные вещи. Вот все-таки нам серьезные вещи важнее. Вот каков был этот ответ. Понятно. Вот вы говорите о том, что Европа таким голосованием продемонстрировала, в принципе, свою готовность говорить о серьезных, о чужой боли в том числе. Вот у меня вопрос. А современная Россия, она знает о крымских татарах? Они вообще как бы в ментальной карте Российской Федерации присутствуют каким бы то ни было образом? Или их там практически нет? Я был подростком, мое детство совпало с перестройкой, к счастью. Я был подростком, когда узнал о трагедии крымско-татарского народа, естественно, благодаря публикациям в «Огоньке», который писал об этом тогда, в «Огоньке» Коротича, да? Это был конец 80-х годов. Собственно говоря, с тех пор, по сути говоря,
разговора на эти темы вообще не было. А начиная с 2000-х годов, когда постепенно происходила такая вялая, медленная, тихая реабилитация, по сути говоря, не то что реабилитация, а замалчивание репрессий, все плохое забывается, все хорошее остается. Вот это знаменитое противопоставление, значит, зато построили огромную страну, зато победили в войне. То есть все трагическое, оно просто-напросто мешает этой картине, оно мешает, и поэтому оно уходит. Это перестает вообще быть темой для обсуждения. Тем более, что это случилось во время войны. Поскольку война сейчас является как бы главной скрепляющей такой ценностью, да, Великая Отечественная война и победа. Поэтому, конечно же, об этом попросту нет разговора. Ну, то есть, я посмотрел вот сегодня несколько сайтов, там, да, кое-где упоминается о том, что будут мемориальные какие-то мероприятия. Эта новость нигде не фигурирует на главных страницах. Я послушал радио, на радио это нигде не обсуждается, за исключением «Эхо Москвы». Я должен сказать еще, что в Москве сегодня состоялся, он идет, по-моему, в настоящий момент, идет митинг, организованный партией «Яблоко», и которая посвящена именно Дню памяти депортации, Дню памяти трагедии. Вот, это происходит в Москве, ну не то чтобы совсем в центре, на площади 905 года, ну, видимо, митинг тоже не очень большой. Темой для государственных СМИ это вообще не является, я послушал радио, нигде сегодня, повторюсь, эта тема вообще никак не звучит, да? Естественно, что призывают не политизировать, да, ну то есть это довольно абсурдно звучит, не политизировать эту дату. Ну а как ее не политизировать, если она в категориях политики как раз и является, собственно говоря, депортация является политическим актом. Да? Да. Главным образом это умолчание. Это событие вообще не фигурирует, я думаю, в сознании большинства людей. Вот даже само слово-то депортация, оно звучит, да, но чаще предпочитают, например, выражение «принудительное переселение крымских татар». Да? Принудительное переселение, да, вот даже слово, собственно, депортация не так часто звучит. Да, это, собственно говоря, с этой темой происходит то же, что происходит и с темой, допустим, репрессий в целом, да, что вот, да, они имели место, никто не скрывает, но тем не менее на этом это не обсуждается. И главным образом не обсуждается никак вот этическая сторона этого дела, да. Считается, что это было, значит, это прошло, и вот зачем возвращаться, зачем политизировать, да, мы будем помнить. Ну, то есть тем самым, как бы, пропаганда, по-видимому, считает, что тем самым она проблему снимает. Понятно. Но тем не менее, конечно же, нет. Да. Спасибо. Это было мнение Андрея Архангельского, российского журналиста, редактора отдела культуры журнала «Огонек», о том, есть ли тема депортации крымских татар в российской публичной повестке. Ну, вы знаете, мы неоднократно говорили в этой студии о том, что в отношении Крыма есть два коллективных мифа — русский и крымско-татарский. И нередко эти мифы в каких-то вещах являются взаимоисключающими. Современная Россия, она пытается приватизировать крымских татар, но только Украина считает крымских татар своими. И вот те мероприятия, которые сегодня проходят по всех городах Украины, они заставляют меня думать, что, возможно, и крымские татары как раз считают Украину своей. А вот с Россией такой дружбы не получилось. Не получилось по любви, и, судя по всему, не получается и по принуждению. По принуждению вообще мало что получается. Друзья, еще раз важно помнить, важно всегда воскрешать в памяти самые тяжелые и трудные события нашего прошлого. Берегите себя, берегите своих близких. И до скорого. Встретимся на радио Крым Реалии. С понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.